Всего 3 месяца назад Центр занятости населения в Алатыре после модернизации в рамках нацпроекта «Демография» заработал как кадровый центр «Работа России». Он стал посредником между гражданами, желающими трудоустроиться, и работодателями, решающими кадровые задачи. Стало ли проще людям после такой цифровой реформы искать вакансии, а работодателям – специалистов? Узнала Дарья Пускарюк. Придя в кадровый центр, человек оказывается под руководством личных помощников. Для соискателей это карьерные консультанты. Для работодателей кадровые. Они подскажут, как зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа России», открыть личный кабинет и загрузить вакансии или резюме на портал. Елена Попова долго не могла найти работу по душе. Консультанты Центра занятости протянули руку помощи. Они предложили на выбор девушке несколько вакансий, и одна ей приглянулась. Сначала предложили устроиться по срочному договору в больницу на должность оператора. Я согласилась. Руководство оценило мои старания и предложило бессрочный договор. В настоящий момент я довольна своей работой и рада, что попала сюда. С 1 января в соответствии с законодательством работодатели должны самостоятельно загружать вакансии на портал «Работы России». А с 1 марта еще и подавать информацию о рабочих местах и выполнении квоты для приема инвалидов. В кадровом центре проходят и встречи с работодателями, на которых специалисты помогают освоить единую цифровую платформу «Работы России» как для поиска сотрудников, так и для подачи отчетности. Мы сотрудничаем с Центром занятости давно, и нам есть о чем сравнивать. Сегодня здесь большое внимание уделяется и нам, работодателям. Бесплатный просмотр резюме, да и вообще все бесплатно. Теперь не посылают всех подряд, а подбирают подходящих по опыту и специальности, могут предварительно переобучить. Наш Алатырский центр занятости сегодня ничуть не уступает известным кадровым агентствам. Наша задача заключается в том, чтобы помочь работодателю преодолеть кадровый дефицит. И сейчас в своей работе мы делаем упор на переобучение и повышение квалификации соискателей, чтобы дать им возможность быстрее трудоустроиться на постоянное рабочее место. Сотрудники Центра занятости также отмечают, что уровень безработицы в Алатырском районе постепенно снижается. На сегодня в статусе безработных в муниципалитете числится менее 200 человек. Дарья Пускарюк, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.